Уважаемый Владимир Александрович, позвольте выразить вам свою поддержку и восхищение. Вы демонстрируете сегодня всему миру, каким должен быть национальный лидер. Восхищаюсь и украинским народом, который героически сражается против российского агрессора. Я представитель народа, который так же, как и вы, противостоял военной агрессии российского варвара. Русские фашисты под руководством Путина сравняли с землей десятки чеченских городов и сел ковровыми бомбардировками. Проводили этнические чистки, объявив, что все мужское население Чеченской республики Ичкерия от 10 до 65 лет является террористами. Во время русско-чеченской войны, по признанию российских чиновников, было убито более 300 тысяч человек. И более 40 тысяч из них были дети до 12 лет. Уважаемый президент, я обращаюсь к вам с просьбой, которая может показаться странной, но надеюсь, что вы меня поймете. Даже если по стечению обстоятельств случится так, что у вас состоятся переговоры с Путиным, откажите ему в рукопожатии, не подавайте ему руки. Путин является олицетворением зла и международным преступником. Он совершил тягчайшие преступления в Чечне, Грузии, Сирии, совершил и продолжает совершать сейчас бесчеловечные преступления в Украине. Если вы, руководствуясь дипломатическим нормам и протоколу встреч высших руководителей, подадите ему руку, то тем самым сделаете его рукопожатным. Этого никак нельзя допустить. Перед памятью тысяч и тысяч ни в чем не повинных людей вам выпала историческая миссия призвать к ответу кровожадного монстра. Обращаюсь к вам как к победителю. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба, вы уже являетесь победителем. А как победитель, вы имеете моральное право требовать от западных партнеров объявить Путина нерукопожатным. Я с волнением слушал ваше обращение к Североатлантическому альянсу, к руководству западных стран, с настоятельной просьбой закрыть небо над Украиной. Я не знаю, услышат они вас или нет, но знаю точно, что такая возможность у них есть. Только для этого необходимо проявить решительность и волю. Мы знаем также, что этим шагом они могут спасти жизнь миллионам людей. Если они не в состоянии проявить политическую волю от имени своих государств, то проявить личное мужество, прибыв в Киев и встать рядом с вами на защиту Украины, они обязаны. Как это сделал покойный Лех Качинский, президент Польши, который прилетел в Тбилиси в 2008 году. В соответствии с решением Государственного комитета деоккупации Чеченской республики Ичкерия по оказанию военной и иной помощи братскому украинскому народу в войне против российского агрессора и в рамках нашего предварительного соглашения, обращаюсь к вам как к верховному главнокомандующему украинской армии и президенту Украины. Дорогой Владимир Александрович, хочу сообщить, что в этот трудный для вас час, поддерживая народ Украины в борьбе против российского агрессора, я также готов немедленно прибыть в Украину и стоять рядом с вами до конца, до победного конца. Прошу, дайте соответствующее поручение своим службам для организации моего приезда в Киев. Да поможет нам Всевышний. Слава Украине!